Ракетоноситель компании SpaceX вывел в космос аппарат НАСА. Его миссия – удариться в астероид. В российском городе Пермь QR-коды проверяет робот, а новая игра от Майтона и Фантастик стала хитом продаж в Steam. В эфире новости из мира информационных технологий. Всем привет и погнали! Ракетоноситель Falcon 9 компании SpaceX вывела в космос аппарат НАСА под названием DART. Цель аппарата, подобно летчику камикадзе, столкнуться с астероидом, но не уничтожить его, а попытаться изменить орбиту космического тела. Прямо сейчас подробности испытательной миссии. Разбиться вдребезги ради успеха миссии. Во вторник с космодрома в Калифорнии был запущен в первый испытательный полет аппарат НАСА под названием DART, цель которого попытаться изменить орбиту астероида путем прямого столкновения. Его вывела в космос ракетоноситель Falcon 9 компании SpaceX. Межпланетный зонд размером примерно с холодильник отправился в 10-месячное путешествие длиной 11 миллионов километров. Его цель – небольшой, быстро вращающийся околоземный астероид Дидим, главной особенностью которого является наличие у него спутника размером примерно с футбольное поле. Эта небольшая луна, получившая в прошлом году название Диморф, вращается вокруг Дидима по орбите диаметром чуть больше километра и считается одним из наиболее легкодоступных объектов для стартующих с Земли космических аппаратов. Именно в нее и попробует врезаться зонд на скорости 24 тысячи километров в час. Сближение и сам момент столкновения будут снимать установленные на аппарате камеры, которые сразу будут транслировать видео на Землю. По результатам миссии ученые надеются изменить орбиту, по которой Диморф вращается вокруг Дидима. Эти два астероида достаточно малы и не представляют никакой реальной угрозы для нашей планеты, в отличие, например, от небесного тела, столкновение с которым миллионы лет назад привело к вымиранию динозавров на Земле. Однако специалисты утверждают, что в краткосрочной перспективе небольшие астероиды вызывают гораздо больше опасений, а потому DART вполне может стать первым аппаратом будущей планетарной системы защиты Земли. Перейдем к делам земным. Что такое NFT-токен? Это понятие пришло из мира криптовалюты, и по сути это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него. Так вот, аукционный дом Великобритании выставил на торги видеозаписи с выступлением примы лондонского королевского балета Натальи Осиповой как раз в виде NFT-токенов. В коллекции представлены 3 ролика, которые оценивают в суммы от 8 до 50 тысяч фунтов стерлингов каждый. Чем не отличный способ заработать во время пандемии. Аукционный дом Bonhams впервые в мире выставил на торги видеозапись балета в виде NFT-токенов. Это выступление примы лондонского королевского балета Натальи Осиповой. Всего в коллекции 3 записи, 2 сцены из спектакля «Жизель» и совместное выступление с ее партнером Джейсоном Киттельбергом, которое состоялось в 2019 году в Мексике. Стоимость каждого ролика оценивается от 8 до 50 тысяч фунтов стерлингов. Пандемия стала сумасшествием для искусства. Уже 2 года у нас нет живых выступлений, нет публики, у нас нет работы. И я думала, что дальше? Может быть, мне нужно что-то изменить или создать. Все начинают делать что-то онлайн, в Инстаграме, Фейсбуке, снимают видео. Но для высокого искусства это немного глупо, и я раздумывала, что мы можем сделать лучше всего. Мой друг мне сказал, может быть, попробовать NFT? Я считаю, что это отличная платформа для великого искусства. Часть средств танцоры рассчитывают потратить на создание собственной труппы. Также в их планах создать платформу на основе NFT, где свои выступления смогут выставлять другие исполнители. В Bonhams считают, что невзаимозаменяемые токены, которые делают любой предмет искусства в интернете уникальным, откроют для артистов новые возможности для заработка. NFT – это, по сути, метод, с помощью которого художник или автор может передать право собственности на свое произведение кому-то другому, используя блокчейн-технологию. Она похожа на цифровой реестр собственности, например, земельных участков. Работа создается, регистрируется в блокчейне, затем все, что с ней происходит, передается ли право собственности, куплено ли оно или передано, навсегда фиксируется. Востребован ли балет в цифре и во сколько его оценивают любители искусства, станет известно 10 декабря, когда Bonhams завершит свои первые торги.
Отправимся в российский город Пермь, где QR-коды проверяет робот. Компания PromoBot разработала сервисного робота, который проверяет действительность QR-кодов у сотрудников и посетителей местного технопарка. Далее познакомим с функционалом электронного помощника. Инновационная разработка оснащена сканером документов. После считывания QR-кода робот моментально сверяет код с базой госуслуг и просит подтвердить паспорт. В случае несовпадения QR-кода с данными паспорта или предоставления постороннего QR-кода робот сообщает о неточности ответственному сотруднику. Компания PromoBot разрабатывает сервисных роботов. Несколько недель назад мы закончили разработку нового робота PromoBot. Наши роботы размещаются в местах повышенного скопления людей, например, торговые центры, бизнес-центры, аэропорты, школы, заводы. Соответственно, робот стоит на проходной или в холле, просит посетителей предъявить QR-код. Среди положительных качеств – способность функционировать в течение 10 часов без подзарядки, а также невозможность распространять инфекцию. Это актуально в связи с тем, что робот не может заболеть, он всегда на работе, он полностью автономен, то есть он может работать без присутствия людей. Также он не распространяет болезни, и также он может консультировать как по вопросам здравоохранения, так и по вопросам, где взять маску, куда пройти, куда стоит обратиться. Да, раньше приходил, никто меня не встречал, а здесь меня встречают с распростертыми объятиями, просят предъявить мой QR-код, и система пропускает меня. Хорошо, что он у меня есть. И я считаю, что такая технология – это большой шаг в будущее, так как мы в 21 веке живем, это век как раз каких-то новых технологий, новых изобретений. Крупнейший производитель сервисных роботов в Европе, компания PromoBot, была основана в Перми в 2015 году и является резидентом Сколково. Офисы компании расположены в Перми и Владивостоке, а также за рубежом в США и Гонконге. Как сообщила компания, помимо Перми, подобные электронные проверяющие в ближайшее время могут появиться в Москве и Санкт-Петербурге. Тем временем в Санкт-Петербурге специалисты российской компании AdReality создали устройство на базе искусственного интеллекта, которое автономно проверяет QR-коды. Как рассказал директор компании Георгий Чаишвили, идея возникла в последний локдаун. На улице холодно, и процесс проверки QR-кодов проходил очень медленно. Авторы проекта решили этот процесс автоматизировать и придумали устройство, которое автоматически считывает, то есть позволяет без непосредственного участия человека проверить QR-код и сверить его с данными паспорта. В первую очередь устройство спрашивает на наличие маски. Она детектирует, если маски нет, она предлагает ее одеть. Если маска уже одета, то устройство запрашивает QR-код. Вы показываете QR-код, она верифицирует его с порталом госуслуги. Мы получаем те же данные, что и портал госуслуги «Стоп-коронавирус». Если после того, как вы верифицировали QR-код, вы можете показать, мы должны показать паспорт, мы верифицируем данные, что это ваш QR-код. После этого мы разрешаем, показываем, что вы молодец. Задумка оказалась удачной. Компания получила большое количество запросов на приобретение устройства от предприятий со всей России, аэропортов, театров и торговых центров. Это тестовый сейчас экземпляр. Мы сейчас готовим масштабирование по всей России. У нас достаточно много заказов, около 1500 заявок сейчас на это устройство. В некоторых регионах уже введено на QR-коды, поэтому мы этот процесс сейчас запустили в производство, и в ближайшее время по России его можно будет увидеть. Изобретатели подчеркивают, что устройство обезличивает данные и не передает их на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам. От себя добавлю, устройство действительно полезное в современных реалиях и может получить дальнейшее распространение как в стране, так и в мире. Ну а может быть, кто-то из якутских изобретателей придумает нечто более удобное для считывания QR-кодов. Ну а на крупнейшей игровой площадке Steam вышла новая игра от компании Майтона и Фантастик. Релиз стал хитом продаж в первый день выхода. Игра попала на главную страницу площадки и была признана как самая популярная и продаваемая новинка. Prop Night, так называется новый хит, представляет собой асимметричную онлайн-игру на выживание. 4 подростка, живущие в небольшом провинциальном городке, должны пережить нападение маньяка, прячась и уворачиваясь от него, попутно перевоплощаясь в предметы.
Цель выживших – сбежать с игровой карты. Цель маньяка – поймать других игроков, не дав им уйти. Все эти погони происходят на фоне локаций, напоминающих классические американские подростковые хорроры. Через 3 часа после того, как Fortnite стала доступна к продаже в Steam, игра вошла в топ-5 самых продаваемых игр в разных странах, а затем возглавила рейтинг. А для другой игровой новинки Forza Horizon 5 известный якутский графический дизайнер феоктист Алексеев создал постер и фирменный винил. Видео с созданием винила дизайнер опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Как пишет феоктист, игра очень динамичная, красочная, есть огромный выбор автомобилей, и все это сопровождается максимально драйвовым саундтреком. Фирменный винил от феоктиста можно найти в игре Forza Horizon 5 в разделе пользовательских дизайнов по номеру 712 миллионов 335 тысяч 912 и использовать его на своем авто. Напомним, ранее работы графического дизайнера феоктиста Алексеева публиковали в своих соцсетях знаменитые бойцы Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Дастин Порье, а также официальный аккаунт UFC. Это были новости IT. Если смотришь нас по телевизору, повтор программы доступен в инстаграм-аккаунте yak24.ru и на одноименном YouTube-канале. Но если видишь нас в соцсетях, ставь лайк, подписывайся и не пропустишь следующий выпуск. Увидимся!